Здравствуйте все! Добро пожаловать! С вами, как всегда, ваша Ольга. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала «Магия песка». Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. События будущей недели. Что ждет, что будет и что обязательно произойдет. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками. Может, сейчас скрыть. Так. Ой, какая интересная неделя. Такая насыщенная, событийная и очень информационная идет. Смотрите, начало недели, ну просто аврал. Какие-то дела, пойти, прийти, сходить, получить, отдать. Очень много у вас вот движения. Движение, еще раз движение. Дороги непростые. Либо далеко будете ходить, либо часто, либо вот прям уставать будете. Да, уставать. Но ничего страшного, не пугайтесь. Все свои задачи вы порешаете, ну, по крайней мере, максимальную, да, долю эту задач вы все это сделаете, все успеете. Не бегите, не торопитесь, не суетитесь. Это вам противопоказано. Иначе могут быть какие-то ошибочки, машинальные, там, да, случайные, неважно. Важно, что придется потом переделывать. Да? А зачем вам делать двойную работу? Не надо. Поэтому старайтесь концентрироваться, составляйте строгие такие вот планы. Да? Вот как я буду действовать, что я буду делать. И тогда проблем не будет. Смотрите, могут быть моменты нервотрепки. Нервотрепка либо от близких, ну вот кто с вами рядом, семья, могут быть родственники, друзья, коллеги тоже могут этим отличиться. Но это не страшно. Это такое, знаете, бытовое. Где-то там кто-то вскипел, тут же остыл. Да? Ну, как бы все в обычном режиме. Вот. Что хорошее произойдет? Настроение. Идет нарастающий подъем настроения. Вот. Вы прям как ощущаете волшебство в воздухе. Вот. Вроде как и устали, вроде как и набегались. Да? Тут дома сидите и думаете: ой, а все-таки хорошо. А все-таки чудесненько, все-таки прекрасненько. В эту неделю активируется большое количество людей. Вот действительно активируются. Звоночки, сообщения, личные встречи. Прям очень-очень много людей о вас вспомнит. Также и вы будете вспоминать о людях. Очень много разговоров проведете. Разговоры в целом положительные, но будут и какие-то моментики, скажем так, переживаний. Но это не страшно, их будет гораздо меньше. Больше позитива, больше положительных разговоров. Так, еще я вижу у вас много вот как каких-то помещений, зданий, вот как это все меняется, как череда, калейдоскоп каких-то помещений и зданий. Кто-то из вас будет бегать по магазинам, кто-то будет бегать по каким-то учреждениям. Неважно. Важно то, что все это будет результативно. Вижу деньги у вас в руках, и суммы такие немаленькие. Вы прям оперируете этими деньгами. Где-то берете, где-то отдаете, да? Что-то приобретаете. Где-то что-то оплачиваете, тут же опять новый поток денег входит. Очень-очень много, и вот прям суммы у вас меняются. Уход, приход. И так всю неделю у вас будет. Так, еще. Кто у меня сейчас лечится? Да? Возможно, вы простыли, может быть, какие-то болевые ощущения есть, даже какая-то слабость есть. Послушайте, пойдете на поправку.
Обязательно пойдете на поправку, все у вас будет замечательно. Вижу, что вы к концу недели просто как огурчик. Да? Все хорошо, все прекрасно. Не переживайте, не переживайте, побольше отдыхайте и побольше пейте водички. Водичка очень нужна. Даже если пить не хочется, вы все равно пейте, хоть чуть-чуть, хоть пару глоточечков сделайте. Да? Вот вижу, что организму как будто бы не хватает водички. Вот. От этого застои, от этого и болезни, да, вот так быстро не проходят, как им, например, положено. Вот прям водичку, водичку, водичку. Если в семье кто-то болеет, тоже заставляйте пить водичку. Не чай, не какие-нибудь там кофе, напитки, просто обычную водичку. Вот. Она для вас будет целительная. Тем более у нас молодой месяц. Молодой месяц всю воду заряжает и делает ее гораздо сильнее. Да? Она становится в несколько раз целебней. Вот. Пейте водичку. Так, идем дальше. Какое-то дело будет завершено. Неожиданно, резко будет завершено какое-то дело. Причем ваших усилий в эту неделю я не вижу. Вижу, что вас как перед фактом ставят. То есть вы что-то делали, над чем-то работали, суетились. Результата не было. Тут приходит новая неделя, и вам вот сообщают, что все закончилось. Все хорошо, все в порядке. Да, вы все там сделали, сдали. Ой, для вас это такая радость, такое облегчение будет. Вам даже сложно будет поверить. Вы скажете, как же так? Все так просто? Вам скажут, да. А какие проблемы? Все, иди, расслабляйся, отдыхай. Прям приятно, приятно. Так, а кто у меня работает? Работает как наемный сотрудник. Здесь и подарки, и премии могут быть, и какие-то, знаете, награды, вот как почетный сотрудник, там, молодец, герой производства. Будут давать, будут хвалить, и прям такое настроение у вас хорошее на работе. О работе, конечно, не думаете. Вы идете на работу как на праздник. Вы знаете, что там будет весело, что там будет хорошо, что начальник высокого мнения о вас, да, что вы важный, нужный, востребованный человек. Для тех, кто работает сам на себя. Вот здесь, конечно, не поздоровится. Могут быть накладки, могут быть задержки в плане того, что вы, ну, например, да, ваш рабочий день, там, пусть с 9 до 6 вечера, а вам придется выходить на 8 часов, да, и работать, например, да, там, до 8, а то и до 9 вечера. Много будет работы, много. И все какие-то вот прям спешат, нервные, каждому попробуй, угоди. Держите себя в руках, держите, пожалуйста. Вы понимаете, вы человек ответственный, вы работаете с людьми. Вы должны этих людей, ну вот как ваша прямая задача, да, этих людей поддержать, подбодрить. Если человек там негативом пышет, так вы его постарайтесь выслушать и по возможности успокоить. Поверьте, чаевые, вот эти, знаете, когда сверху денежку дают за оплату, ой, вы в обиде не останетесь. Да, работать придется много, контингент, скажем так, не радует, но тем не менее все это будет хорошо оплачено. Так, еще у кого-то будут проблемы, ну, я не знаю, бизнес, наверное, не бизнес, что это у вас. Вы какие-то документы должны будете отдать, подать, успеть. Да, вот главное слово «успеть». Здесь гонка со временем идет, да, кто быстрее, вы или время. Мои хорошие, не ленитесь, это первый момент. Второй момент, лучше найдите себе, ну, не знаю, то ли помощника, то ли доверенное лицо. Вот вам очень нужны дополнительные руки, да, дополнительная пара рук. Я думаю, что вы об этом уже думали, ну, либо кто-то вам, кроме меня, еще советовал. Пожалуйста, озадачьтесь. Вам очень нужна помощь, понимаете? Без этой помощи, ну, тяжело будет. А если помощь найдете, ну, так все быстренько поделаете. И какие там проблемы, да? Идите, отдыхайте, расслабляйтесь. Так, кто-то у меня в красивом наряде. Вы то ли примерять много нарядов будете, либо вы вот прям наряжаетесь, да, думаете, вот что я одену, вот это, либо вот это. Вот, прям собой будете очень довольны. Красота, идет красота. Смотрите, не заморачивайтесь вы на этот выбор. Берите то, что именно вам больше всего нравится. Не то, что вам там советуют и рекомендуют, а в чем вы себя и комфортно чувствуете, и красиво.
Так, еще момент связан с каким-то то ли планированием. Что-то у вас очень грандиозные планы, очень грандиозные. Какой-то прям список, наверное, есть дел. Не оставляйте все на последние дни. Старайтесь все распределить равномерно. Потому что здесь у кого-то прям такой риск есть задолбаться. Вот в прямом смысле слова. Вы так устанете, что вы ничего не захотите. Скажете: фу, оставьте меня все в покое. Я хочу спать, да, я хочу отдохнуть. Вот. Не хочу я никакого там ни шума, ни праздника. Я просто хочу отдохнуть. Вот. Вижу, что прям сверх нормы вы на себя набрали, либо сверх нормы запланировали. Люди не роботы. Люди не роботы. И ваше эмоциональное, физическое состояние гораздо важнее, чем то, кто что о вас там подумает, либо что вы там, грубо говоря, на стол поставите, там чисто у вас или грязно. Вот об этом подумайте. Не морите себя работой. Не морите. А дальше, мои хорошие, кто-то на вас обидится. Прям очень-очень на вас человек обидится. Я вижу, что вас куда-то будут звать, приглашать, а вы кому-то откажете. Ну, просто нет возможности, да, посетить этого человека, либо согласиться на это предложение. И человек может прям очень сильно обидеться. Постарайтесь придумать, ну, либо действительно достойную отговорку, либо передоговоритесь, да, скажите: да, я обязательно к тебе приду, но да, вот такого-то числа в такое-то время. Да, вот так и скажите. И тогда проблем не будет. А лучше пригласите этого человека к себе. Вот. И все сразу же у вас решится. Так, кто-то тут для вас что-то невероятное готовит. Невероятное. Девочки, у кого бывший где-то рядом ошивается? Но это бывший мужчина. Он вас знает, он вас очень хорошо знает. Очень хорошо знает все ваши любимые мозоли. Знает, что вам нравится, что вам не нравится. Что-то он для вас готовит. Какой-то, не знаю, то ли подарок, то ли сюрприз, то ли что-то сногсшибательное. Вот. У него такие грандиозные планы. Ну, Наполеон где-то там отдыхает, в стороночке курит. Ой, как он вас будет обхаживать, ой, как он вас будет удивлять. У вас прям растерянность идет от него. Найдет такой подход, чтобы вас и уговорить, и удивить, и ошарашить. Вот что идет. Девчоночки, у кого нет пары, вот совсем нету, да, одна девочка, столкнетесь с множеством предложений. Вот вас будут куда-то звать, приглашать. Причем разные люди, разные мужчины разного возраста. Будут даже звать те, о ком вы в принципе ничего не могли такого подумать. Вот тут будет чему поудивляться, вот тут будет, знаете, как голову там почесать, подумать на досуге, да. А оказывается, этот мужчинка-то неровно ко мне дышит. Кто бы мог подумать? Боже, у него там пенсия на горизонте, а может быть он уже там дедушка-прадедушка, да, и он туда же. Ой, девчонки, тут прям удивление на удивление у вас происходит. Но ничего. Ну, вы женщина красивая, понимаете, красивая. Вы шикарная женщина. Конечно же, мужички пользуются моментом, и вот каждый пытается к вам подойти и вас вот позвать, пригласить. Подарочки у вас вижу. Подарочки. Смотрите, вот несколько дней в неделю какие-то мелкие подарки идут. Ну вот, не знаю, сувениры, просто какие-то подарочки такие вот крошечные, либо незначительные, да? Будут. На удивление, вот прям давно такого у вас не было. Причем будут дарить как знакомые, так и совершенно незнакомые люди. Идете вы по улице, и тут совершенно незнакомые люди вам там, не знаю, пироженку, либо кулечек, а там конфетки, мандариночка, да, вот что такое будут давать. Ну прям приятно, и вы так, пока до дома дойдете, полный кулек вкусняшек принесете. Приятно, это очень приятно. Так, кто-то о вас вспомнит, причем вспомнят те, кто, не знаю, то ли должен вам, то ли какие-то у этих людей обязательства перед вами есть.
Здесь ничего сказать конкретного не могу, кроме того, что будет разговор и будут очередные какие-то обещания, что да-да-да, мы о вас помним, конечно же, да-да, мы знаем, обязательства свои мы там соблюдаем, вы не переживайте, все будет, да-да, в лучшем виде. Ну, дальше разговора, если честно, на этой неделе я не вижу. Вы поначалу так понадеетесь, а потом так подумаете и скажете, да, ерунда, да, очередная ерунда. Вот. Но вы не спешите расстраиваться, может быть, не на этой неделе, может быть, туда попозже, да, попозже будет. Так, у кого-то резко поменяется план, прям резко в последнюю минуту. Вас уговорят на что-то другое. Ваш план, он, конечно, хороший, я так понимаю, что это связано с празднованиями, да? Вот вы там себе придумали, что вы там дома встречаете гостей, да, либо вы куда-то кому-то идете. И тут, как в последний момент, в последний день, грубо говоря, вас какой-то человечек переубедит, да, либо уговорит в другом месте там праздновать, да, либо в другое место пойти. И вы знаете, вы сначала расстроитесь, вот прям так скажете, ну я же готовилась, ну как же так, да, ну что, кто же так делает? А потом скажете, будь что будет. И вы знаете, так вам хорошо будет, так хорошо повеселитесь, так замечательно время проведете, ну прям сказочно. Идет вот прям сказочно. Вот. Так что вы не спешите расстраиваться, если что-то меняется, отменяется или переносится, да? Локации меняются. Это не проблема, абсолютно не проблема, а наоборот, даже вот более положительный момент. Так, еще. Ну вот мне очень нравится подарок, который вам готовят. Ну, либо это ваша семья, вот как родители, там, муж и дети, либо это чья-то семья, понимаете, вот может и не ваша. Ну, давайте так, у одних отыграется, что ваша семья что-то прям такое грандиозное вам подарит, то, что вы прям и не просили, и не ждали, и даже в самых смелых мечтах не мечтали. Вот. А у кого-то отыграется, что вам в качестве благодарности, то есть есть какая-то семья, какие-то люди, которые вам крайне благодарны. Вот они живут, как говорится, и спать не могут, и есть не могут, все думают, как бы вас отблагодарить. А вы человек гордый, вы подарки не принимаете, либо, как имеете право, да, у вас такой принцип в жизни. Вы добро бесплатно делаете, да. И вот эти люди воспользуются праздником, воспользуются случаем, как говорится, и вас вот отблагодарят. Послушайте, ни в коем случае не отказывайте. Не отказывайте. Что бы вам там ни дарили, какое бы оно там ценное, бесценное, дорогущее не было, все равно принимайте. Поверьте, не обижайте этих людей. Они действительно, понимаете, они так долго ждали этого момента, им обязательно надо выразить свою благодарность. Примите, пожалуйста, примите. Примите, а дальше поступайте с этим подарком, да, с этой вещью, как хотите. Вот, но главное, примите. Так, здесь какой-то девушке любимый мужчина, почему-то он как виноватый перед вами, этот мужчина. Может быть, он не может дать вам то, чего вы хотите, в плане там брак, семья. Но мужчина не бедный, очень даже не бедный. Какой-то очень тоже дорогой подарок готовит. Но вам не подарок этот нужен, вам нужен именно этот мужчина. Как знаете, подарком будет откупаться. Девчоночки, тоже берите. Берите, вам этот подарок пригодится. Понятно, что вы девушка гордая, что вы там не за подарки, не за деньги, но возьмите, пожалуйста, возьмите этот подарок, потом вы поймете всю ценность этого подарка, да, либо пользу от этого подарка. Это будет немножечко потом. Так, еще совершенно незнакомые вам люди, абсолютно незнакомые, даже вот какие-то необычные люди, не знаю, кто, иностранцы, либо это какие-то государственные деятели, да, вот смотрите, на вас обращают внимание. Либо какие-то тоже будут подарки,
может быть, и не особо ценные, но вот сам момент, да, что какие-то вот люди по статусу там гораздо выше, чем вы, на вас обращают внимание и тоже вот с хорошими словами, с хорошими пожеланиями и вот с какими-то тоже подарочками к вам идут. Новый год. Новый год вы будете встречать однозначно очень весело, очень, знаете, как активно, вкусно, ярко, незабываемо. Вот. Кто бы что там из моих зрителей не думал, да, кто-то может думать, да, зачем мне этот Новый год, Господи, что за праздник, да, есть такие злюки, пессимисты. Поверьте, именно этот год вас очень удивит. Вот насколько он волшебным праздником ворвется в вашу жизнь. Насколько это будет торжественно, насколько это будет по-детски, по-доброму. Ну вот как встреча с чудом, да, вот так идет. Вы вот как душой помолодеете. Душой, действительно, прям прекрасное время, незабываемое. И, кстати, праздники для вас растянутся больше, чем положено, да, либо больше, чем вы запланировали. Вот, однозначно. Я вижу у вас одни мысли, но все в последний момент будет меняться. И все будет меняться в лучшую сторону. Прекрасная неделя, неделя фантастики, волшебства и очень приятных и хороших событий. Мои хорошие, берегите себя, заботьтесь о своем здоровье, ни от чего не отказывайтесь, принимайте все с благодарностью. И знайте, люди в эту неделю у вас очень по-доброму удивят. Да, хорошему человеку и хорошие подарки, хорошие пожелания, и веселье, и радость, и все в ваш дом. Мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.